Всем привет, ребята! Нахожусь на реке. Такая уже весенняя погода, ребята. Сегодня было минус 25 и солнце. Солнце, которое уже греет, ребят. Скоро будут черные морды, черные руки, но это все в будущем. В общем, ребят, пробивал одну из точек вниз по течению. Хорошая летняя точка, именно по фидеру, по лещу. Но зимой, ребят, она молчит. Всего лишь за 2 дня десяток ерша и пару сработок на жерлице. Небольшая, видать, щука. В общем, смотался, выезжаю домой. И сразу хочу, ребят, перейти в следующий, так скажем, ролик, в следующее путешествие. Сразу небольшую предысторию. Осенью, ребят, с Васильичем мы поднимались вверх, так, порядком вверх этой реки, на которой в данный момент я нахожусь. Заезжали на машине и немножко ходили на моторе, спиннинговали, джиговали и так далее. Это была уже поздняя осень. С рыбалкой, я так помню, нам не повезло, пару щук мы добыли, но мы нашли крутую избу. Сейчас вставлю, ребят, пару фрагментов, чтобы немножко было понятно. Нашли местечко такое интересное. Кто-то тут лазил. Нормально. Да? О. Это не лось. Или лось? Лось. Лось, да? Да, нормально. Лось попить выходил. Здоровый причем, блин. О, я и говорю. О, место вообще лютое. Поддонки, ребят. Наверное, где-то будем здесь базироваться. Скорее всего. Идем дальше, ребята. И прям на берегу, смотрю, стоит прям целые угодья какие-то. Серьезные, блин. Даже баня, походу, есть. Гостевой дом. Прильм. А? Гостевой дом. Прилеплим какой-то, блин. Перебьем? Яма, слушай. Тут яма, да? Да, опять. Ух ты. Хорошо. Что-то непонятно. Ну что, проведаем, ребят, гостевой домик. Гостевой дом, приплыли, Серега. А вон лестницу скидывают, видишь? Приплыли. Слушай, тут все под генератор, понял, видно. Да. Такие тут туалеты. Что, пойдем? Мне кажется, ты не против будет? Можно? Ну да. А, это баня, Серега? Баня? Ага. Так она свежая, да, прям? Так вон тут, смотри. Она цивильная все. Угу. Кажется, баня. О, как дела. Банька. Слушай, ну тут все серьезно, да? Серега. Такой уровень нормальный. Посмотри. Так это получается, смотри, Серега, это она на петлях, она будет двухъярусной этот. Вторая, я имею в виду, поднимается. Надо было фонарик взять. Да, слушай. Там он еще вторая часть. Кухня, да? А, в натуре. Кухня целая. Блин, Есть кто? Главное, чтобы медведя не было. На удивление, ребята, такой порядок редко где увидишь. Эту избу я не знал. Мы просто ходили на моторе и на берегу вот увидели ее, поднялись, посмотрели и переночевали там. В общем, ссылку, ребята, оставлю на тот ролик. Кто не смотрел, посмотрите обязательно, потому что вам будет понятно, что будет происходить дальше. В Оконцове, ребят, прошло какое-то количество времени, ролик я выпустил, он набрал там, я не знаю, 60-70 тысяч просмотров.
Были, конечно, и злостные комментарии, что нечего вам там делать. Ну, они везде пишутся, это нормально. В общем, мы погостили, за собой оставили порядок. Очень нам понравилось, так как все добротно, все качественно сделано. Ну да бог с ним, ребят. Проходит какое-то время, и в декабре мне пишет ВКонтакте человек: Андрей, здравствуйте, я сын Олега. Олег — это тот человек, который, ну, хозяин этого всего, ребята. Я сын Олега, в общем, он хочет с тобой связаться, поговорить и так далее. И оставляет номер, в общем, ну, естественно, я перезваниваю, как бы думаю, возможно, будут какие-то разговоры, что зачем ты там лазишь там и так далее, как, ну, это в основном бывает в наше время, правильно, ребят, никто не доволен, когда чужие приходят в вашу избу, там, тем более это показано на видео. А здесь совсем все по-другому, ребят. Олег посмотрел этот ролик, мне, говорит, Андрюха, так понравилось. Про свою избу я посмотрел вот этот ролик, и, блин, я хочу с тобой познакомиться, давай соорудим рыбалку. Зимой я, говорит, не рыбачу, но вот на осенью, весной, на Лима приезжай, там тема классная, правильно ты сказал. Именно когда мы ходили в Джиговали, я посмотрел, ребята, там такие красивые косы песчаные, ну, на Лим по-любому там есть, живет. Это порядком, ребят, вверх этой реки. Я говорю, очень приятно, конечно, давай соорудим, встретимся, порыбачим вместе. Я тебе много чего расскажу, покажу вообще там все эти места. Приезжай, рыбачься, в общем, рыбачь. Мне на удивление было очень, конечно, приятно. Это редко, ребят, в наше время, когда хозяин избы вот так положительно относится. Хотя на самом деле, ну, мы ничего же там не наделали, правильно? Как бы я всегда относился к таким всяким постройкам, которые в лесу, это все с трудом завозилось, делалось, там привозилось. А ты приезжаешь, пилишь, там стреляешь, ломаешь. Это вот неправильно. Ладно, ребята, разговорился. В общем, завтра выход к Олегу в гости с ребятами из города. Ребят, вообще не знаю. Созвонились, Андрюха, давай съездим на пару дней, покайфуем. Покажу тебе места, помоемся в бане, поживем в тайге и порыбачим, естественно, жерлицы. Вот смотрю, говорит, на комбайны рыбачишь. Там тоже есть точки, где можно их ставить. В оконцове, ребята, завтра выезд. Вот как-то оно так. Так что, ребят, земля круглая, как говорится. Все это неспроста. И вот так получилось, что после ролика я сейчас встречусь с хозяином этого всего. И мы много чего обсудим. Ну и, естественно, покажу вам, ребят. Так что все, пылю до дому. Сегодня сборы. А завтра выход. Так что, ребят, давайте сразу прожмем лайкосик, поставим палец вверх, напишем хороший комментарий. Присаживайся поудобнее, ребят, и начинаем. Понеслась. Доброе утро, ребята. Машина уже подъезжает. 4-5 утра. Вообще не спал сегодня, короче, как обычно перед сборами. Че, очередная экспедиция, начинаем. Новые люди, новые локации. Очень все круто. За бортом, ребята, 27 градусов. Мы начинаем. Все, мы в пути, хоть дорожка, что-то все крепчает и крепчает морозик. Что-то в районе 30-ки. В общем, я еду, в общем, вообще в другой район. У тебя получается вообще 3, да, района? Да. Пересекаешь. В общем, все схвачено, ребята ждут. Дорога такая не особо, конечно, но нормально, потихоньку идем. Время у нас 5:56. Короче, все четко. Да, морозик. Будет зато солнышко сегодня днем. Все. Настроение боевое. Все, ребята, добрались до таежного поселка.
Здесь у нас сборы. 3 техники, ребят, пойдет. Снегоход, 2 мотособачки. В общем, все, разгружаемся. Мороз, охренеть. Такие уже весенние утренники. 30, ну солнце будет теплое. В общем, потихоньку стаскиваем вещи, готовимся. Блин, круто. Будем знакомиться, будем знакомиться. А, это уже процесс идет, да, Андрюх? Конечно. Понял. И самое главное, он двухцилиндровый. Надо не проебать, но куда-то бы запихать, да? Движуха, ребят, полным ходом. Ну, сборы, это заправка, это все такое, чтобы не забыть ничего. Я, кстати, тоже забыл там кое-что. Как-нибудь. Поселок просыпается. Ну, сразу с утра понятно, кто-то гремит, это охотники или рыбаки. В общем, отлично. Все, ребята, с Богом! Погнали! Целый метр.
Хорошо идем, ребята. В общем, сначала был в санях, потом что-то, давай, говорит, падай назад. Что, Ямаха, ребята, Викинг. Аппарат, конечно, прет. В общем, прошли по дороге, вышли с поселка, прошли по дороге немножко 4 километра. Сейчас 4 километра по Буранке и, в общем, сейчас сворачиваем уже на кордон, получается. Вот здесь Буранки нету, будем топтать Буранку. В этом году снега не так уж много, так что были какие-то года, что даже ни одна техника не вывозила, просто не вывозила. Такой пухляк был по грудь снега, и тут там 600-ка, там 500-ка, там 80 кобыл у тебя или 15 кобыл, понту не было. Буранка накатана, как бы идешь в сторону, все тяжело. Сейчас, в общем, я даже слазить не буду. Хотели здесь пересесть. В общем, я не буду слазить. У нас что-то барахлит, одна техника. Остановились. В общем, ребят, ну в 30 градусов я, дурак, балаклаву дома оставил. Да много чего пооставлял, короче, вот так. Когда все-таки у себя, у меня много что в технике, в кофре лежит, а тут вот так как-то. И с утра что-то все позабыл. Собирался с вчерашнего дня, а забыл, короче, все. Ну, 30 километров, ребята. 30 километров ходу нам надо пройти. Вот самый утренний, такой холодно. Февраль, а вот как в марте. Интересно, конечно, погода. Что-то все дуркует. Ну, солнце встанет, будет тепло. Даже на солнышке уже подтаивает, уже даже капает. Ладно, братцы, что? Дорога дальняя, длинная. Идем по бору сосновому. Блин, красота вообще. Столько следов. Вон зайчишка свежий пробежал. Туда-сюда рябчик там спорхнул. Короче, красота. Одним словом. Ну, мороз. Авария, Большая авария, да. В общем, у нас утечка топлива. Резинка, ребят, вышла. Китайцы делают вещи, только ненадежные. Сейчас подождите. Ремонт их обслуживания. Да. Сейчас нормально все. Ну, обычно это делал Вован на тайге. Мы обычно всегда ездили, ничего у нас не отваливалось. Да, сейчас наоборот все. Потому что сейчас Вован на Ямахе, а не на тайге. И все наоборот. Ну, да. Ну, если можно так сказать, выразиться, Вован же делал технику. Да пошли вы в задницу. Я вообще карбюратор я не делал. Так что это Да нет, пацаны, это мой косяк, я сразу говорю. Это я туда залез. Просто что я... Ну все, ребята, все нормально. В общем, резинка от отстойника что-то отошла. И бензин, короче, херачил. Собака глохнуть начала. А потом смотрим, что резинка вылезла. Сняли. Хорошо, резинка не порвала резинку. На место поставили. Все, заработало. Солнышко встает, ребят. Сейчас теплеть начнет. А так, блин, в 30 градусов то еще удовольствие кататься-то. Фух, ну все, слава богу. Едем дальше. Без приключений никак, че. Дорога, ребята. Поднялись километр, наверное. Ребята что-то отстали. Оцепились. Не знаю, что-то вот. Второй у нас самоделочка. Что-то вот барахлит, не хочет идти. Сейчас проходили, ребят, 100 колунок. Переход лося. Свежий причем был. Места просто вообще бомбовские, конечно, для охоты. Супер. Сосновый бор. Не знаю, как пойдем дальше. Нам еще где-то 15. Ну, 15 самого тяжелого. Еще потом 3-4 километра вообще пойдем по лесу. Там вообще вот так. Не пускает дорога, ребята. Не пускает.
Да? Сейчас заберутся эти фанатички. Что, никак? Никак вообще. Ну видишь, крупа это гребаная. Крупа, да, крупа. Сейчас уеду. Топлива-то хватит нам? Топливо вал. Да. 60 Понял. литров еще бензина вышел. Понял. Они все поменялись местами. Серега поехал на маленькое, Ага, а Олег на большую, потому что он легче. я понял. И Фу, ребята, кто сказал, что будет легко в тайгу заезжать? Снега поднавалило так уже добротненько. В общем, ребят, на развилке мы оставили сани. Приехали на озеро. Вот такое озеро, ребятки. Здесь будем ловить живца. Предлагал я парням взять карася. Они говорят, не, карась, Андрюха, вообще ноль. Будем ставить сетюшку, ребят. 16-ю ючу для живца. Сегодня поставим. Возможно, к вечеру приедем. Проверим. Когда, говорит, здесь попадается, то ведро живца будет спокойно. Возможно, вечером приедем. Проверим. Если нет, то завтра утром. И завтра только жалится. А сегодня комбайны, ребята. Взяли червей очень много. Донки. Короче, все на червя. В общем, все, парни едут. Нормально. Так, Андрюх, подожди. Больше надо забором, больше забором. Там это еще потом, вот, например, Андрей, ну, можно даже говорить. То есть, ну, мы обычно, ну, если свободен, помогаем, так еще быстрее. Давай, поехали. Ну, ты достаешь, просто вытягиваешь. Совершенно верно, да, смотри, раз, если потом можно так надрочить, что оно будет вообще 3 секунды туда залетать. А если я проволоку возьму, уже в 10 раз быстрее будет залетать, да, Серег? Нет, это сейчас... Я скажу, пока тяни, если будет быстро, я тебе скажу. Все, пошел. Немножечко помедленнее, крупные же были у нас там. Какая разница? Бьем, блядь, ёбаный в рот. Ну, это, конечно, интересно, да, базара нет. Ну, единственное. Ну, все, проходной двор, Серег. Только на Язевке на мосту еще не знает. Все, остальное все везде уже в рот оттрахали. Уже я не успеваю, короче. там просто речка маленькая, там кто первый стал, того и так. Я же там 10 лет первым был. Ну да. Чего? Андрюш, стой, Андрей, подожди, стой. Ну, хотя, блядь, ты же был, блядь, с этими стаями. Да и уже после чуколовок и Ну, поехали? бесполезно. Там, скорее всего, балансированный хуярят. Ну, возможно, да, выбивайте. Ну все, ребята. Пару сетюшек поставили. Быстро. С мотобуром, что, классно. Посмотрим, как будет живец. Все, чай пьем и идем дальше. Нам 5 километров до СБ осталось. Тут вообще красота, ребята. Сегодня так морозно, штиль. Блин, круто. Это вьюга уже надоело, блин. Все, чай, перекус и топчем дальше. Чай. Так уже вышел. Хлеба, кстати, не очень, не важно без хлеба. Да блин, ну кто же знал, что его нету.
Вот она, блинчики. Ну, блинчики тоже, Андрюш. Я тоже я смотрю. А хлеб у тебя есть? Вот хлеба тут нет. Хлеб там. Какой-то рюкзак лежит. Хлеб, рюкзаки там. Так, ребят, ну что, перекусили маломайски. У Олега супруга там блинчики такие сделала, оливьюшка. В кофре тепло от двигателя, то бишь все тепленько. Все покушали, ребят, что, прям до избы. 7 километров посчитали. За живцом, значит, получается, туда-обратно 14 надо будет вернуться. Все. Такой же в теме. Получается, сейчас поменялись. Но я на Ямахе сижу, не в санях. Самый такой, ребят, секс пошел. Вот такой. Маленькие ветки-то ладно, а вот дрова вот тут валяют. Это жестко. Что работа, блин? Пока некогда. Нормально. 10 метров, ребята, полчаса идем. Там вообще труба. Катки начали переворачивать. Вот это заезд. Да. Тяжело. Жопа в мыле. Ребята, да ну нафиг. Мы добрались. Просто дайте вздохнуть. Вот это секс. И виски просто не нужно. Вот она, ребята, приплыли, гостевой дом. Васильевич, смотри, я добрался зимой с хозяевами. В общем, все замело, ребят, здесь никого не было. Баня, дом. В общем, кто осенний ролик смотрел, тот обзор видел. Время, ребята, 3 час. Здесь так открыто и солнце, смотрите, ребята. Вот здесь щуку чистил, помню. Все, у нас будет тут свет, везде по станции, ребят, будет работать. Огонь. Все. Олег поехал доставать пацанов. Короче, не прут эти собаки, ребята. Просто труба, блядь. Я вот сравниваю с своим стафаларом, но я так не мучаюсь, реально. Я пухляк давлю с санями, с 2 санями, с человеком. Здесь вообще жесть. Все, ребят. Передохну сейчас. Парни приедут. Нам выставляться, мы с Олегом будем выставляться, а парни тут будут чистить все это дело, заниматься, протапливать и так далее. Тяжелый заезд, ребята. 30 километров. Просто шли, не знаю сколько. Все, Олег.
Все по-серьезному, ребята. Фух. С дороги, ребят, надо немножко, потому что тяжело было. И корка, ребята, грибная. С белых грибов своя. Ладно. Что, за приезд? За приезд. Приезд. Ну, тут за приезд, вот реально надо. Да, за приезд, это было сложно. Конечно, Но мы добрались. Блин. Ну, все равно у нас было еще покруче, если честно. Как там? Когда Руки в саже, жопа в мыле, я люблю автомобили. Вот это про нас, да. Да, было так, нормально. Ну, главное, никто не унывает. Всё Да. хорошо, на позитиве. Все классненько. Прорвались же, прорвались. Кидай сюда. Нахуй не нужна. Все, ребята, мы готовы с Олегом выставляться. Короче, сейчас эту малышку будем вот сюда, с этого обрыва, блин, пулять. Хрен знает, как это все будет выглядеть, ну посмотрим. Ребята, как мы и ожидали, полная жопа воды. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда я вязался, ё-моё, блин. Давай, не ссы, не ссы. Бога. В общем, Олег топчет дорогу. Бурашка слабенькая. Там 9 лошадей всего. Ну, на вот этой мотособачке. Сейчас он прокатит. У нас получается 3 точки. Здесь ближайшая пляж. Если помните, здесь, ребят, Донки стоял. Налим этот поймали. Ну, с пляжа, конечно, надо будет. Я не знаю сегодня, что получится у нас выставиться. Солнце уже садится. Точнее, село. Сейчас будет холодать опять по 30-ку. Что-нибудь попробуем поставить. Хотя бы. Ну а завтра уже кровь из носа. Вот, Олег. Ну, собаку держит, ребята, лед. Ну, я имею в виду, вот эта небольшая такая корочка есть, и потом вода. Чемпион. Да, китайский. Китайский чемпион. Первая локация, ребята. Тут у нас 10 живцов всего лишь. Вот такую прямую. Ну, Олег понимает смысл. Да, типа курюшка, да, такая небольшая. Да, курюшка там вот немножко, вон, Метра полтора где-то здесь, да? чуть подальше. А, ну вот, все понял. Так, мы до него будем идти. Сейчас пока вот давай бурканемся здесь, а прям вот, глубину посмотрим. Давай, понял. И пробуем растягивать. Хорошо. Так. Чемпион. В общем, начинаем, ребята. Снимать, наверное, не вижу смысла. Многие все знают. Как, да чё. Короче, 10 жерличек. Роняем здесь. Ну и буду показывать результат, в общем. Сколько что поставили. Так, друзья, ну что, мы там снизу на куре 6, да, Олег? 6 штучек. 6 штучек улупили. У нас еще там 3 живца, в общем. Здесь интересное такое место. Тоже выход определенный. Вот здесь поставим комбайны. Солнце упало и все. Морозит. Лунки под искосок будем бурить ручным буром, так как ну, тем нельзя. Как бы не надо ломать. В общем. Короче, не успели мы. Ну, дорога, ребята, сами понимаете.
Мы тоже как бы думали, что все будет четко. Хотя бы на часа 2 мы раньше приехали. Дорога убила нас капитально. Зато сейчас дорога готова, пожалуйста. Все пропилено, все. Самое главное, что у нас и на избе все дела делаются. Топится печка, кушать варится. Короче, у нас все нормально. Все сплочено, все коллективом. Это самое главное. Верчить. Это вычистить не надо. Да, надо, потому что не затянет. Я имею в виду вот так вот. До льда. Чистить мне ногой. Да? А без разницы. Главное, чтобы вонка чистая была. Ну что там? Что палка? Вот еще вот это, кстати, Олег, ну, то, что с лунки в сторону, куда, ну, тыкать, понял? Ну понял, Там- что там комбайн, да. удильник, чтобы хуя хуйнул. Да. Понял. Давай посмотрим, Да-да. что у нас тянуть Это будет, нет? очень, очень интересно это. Какое-то где-то шевеление. Хорошо. Все, ребята, уже темно. 8 комбайнов, 10 донок у Олега. Короче, черви просто в руках, ребят, мерзнут. Смотрите, какие руки у меня чернющие. Вообще жесть, вон. Ну, 30-ка где-то лупит. Короче, в избу, ребят, отогреваться и идем дальше. Но сегодня все не сможем поставить. Очень холодно, во-первых, темно. Не понимаем, Олег не понимает просто, куда дальше. Какая коса и так далее. Ну слушай, хоть что-то, да, правильно? Завтра уже, блин, поспокойнее будет. Катается, блин. Нормально чай? С лимончиком, заебись. На везде, ребята, уже огоньки светятся. Что на дубах, блин, ё-моё. Ноги сырые, Олег, понял. Насквозь же. Как смотри, главное, в сапогах даже этот промерзло все в сапогах. Хотя сейчас он носок отдирал от ноги. Да, слушай. Ну что, ребята, как в тайге с Муставы пойдет? Все отлично, все шикарно. Что, за процесс, мужики? За процесс, за рыбалку, вообще за природу, блядь, то, что, блядь, Ну, без матов, он снимает. Да, нормально все. запикает. Запикай, да. И сплошной пик-пик-пик-пик. Да. Не, ну круто. На самом деле очень шикарно проводим время. Просто бомба. Будь здравы, боя. Давай. Так, ребят, немножко согрелись, поменяли носки, потому что вообще все сырущее у нас. Короче, идем с Олегом продолжать. У нас там немножко донок. Своих донок я не буду делать. Топтанули дорогу, пускай промерзает, все равно вода. А завтра уже выставляться там будем. Короче, сейчас еще 10 снастей. Ребята, у Олега такие донки. Стандартная ложка, мотовилка. Вот видите, он пишет 8 метров и 2 поводка. Ложим на дно, делаем слабину, метр, закапываем и все. И когда ходишь, проверяешь, если леска ушла, то есть поклевка. Короче, как летняя снасть у меня на налима, но вот он зимой так рыбачит. Единственное, что на такие крючки бель не половишь, только на налима. Комбайн все-таки он ловит разную рыбу. Вот так, ребят, засыпается большим количеством снега. Вот такую делаешь слабину. И то бишь можно проходить, если леска вот утащилась. Хотя груз такой у Олега здоровый. То... Ну вот, в общем, как-то так. Все, Олег тоже доставляет. Здесь мы пятачок сделали, прямо возле избы. Вон изба у нас светится. Все, ребята, отработали, наверное, 9 час вечера. Мы только доделали. И то мы
ну как сказать, без живца, грубо говоря, 10 жерлиц у нас, 8 комбайнов, 16 донок. Еще донки есть у нас, еще черви. Ну на сегодня все, ребят. Без ног вообще просто сейчас падаем на ужин. Кушаем, общаемся, отдыхаем. Не знаю, ребят, дорога вымотала так, что я просто даже не знаю, что говорить. Блин, ну круто вообще. Вот так. Такой кайф, ну, блин, свет, освещение, конечно, это, блин, много о чем говорит. Плюс телевизоры. Я, кстати, буду спать, ребята, здесь, где и осенью спал. Олег достал маленькую плазму, говорит, у тебя тоже, Андрюха, говорит, будет телевизор. Короче, лакшери, ребята. Мороз, дубильник вообще. Все. Ну что, господа, вечер добрый. Сели за стол. Смотрите, какие, ребята, у нас вкусняшки. Мы так накинулись, короче, даже, ну, просто устали и ужина. Груздечки, Да, причем белые грибочки. сразу нахватались. Ну, Сергей Батькович, спасибо за ужин. Вообще, смотрите, ребята. Передай Дело. привет Алене Викторовне за грибочки. Да, всем привет, ребята. У нас сегодня даже тост будет. Серьезно, да? Да, конечно, да. Был дозвон, я вам говорил. короче, канал. Иван, у тебя руки золотые. Открой, пожалуйста. Олег Батькович с дедушкой скоро будет, короче. Да. В общем, будем пить, ребята, за очередного настоящего мужика. Кстати, мы станем все дедами вместе с тобой. Конечно. Это будет наш общий. Женьки, будет, Женьки, ну, да, привет, это- скажи. Женя молодец. Да, это получается Женя. Сын, да, мой сын, да. Женя. Который, кстати, познакомил, в общем, меня с Олегом, в общем, это, Мгм. опять же, история, ребята. Очередная. Да, очередная история, это вот все вот это крутится. Я не вижу. Парни давно здесь не были, и ностальгия, в общем. Сегодня пробирались, блин, набурились, наломались, напилились. Вообще, было все Да. по высшему разряду. Самое Ехали интересное, 3 что... километра, 4 часа, 4 чтобы часа. понимали. Так что, блин, это было жестко. Да, это было жестко. Но все же, все получилось. Никто ничего там, никто не сказал. Все сплоченно, ребята. Мы с Олегом на льду. Ребята здесь. Снег чищен, печки топлены. Все в уюте. Всё У нас классно. музычка. Красота. Есть небольшие... Так, сначала выпьем за ножки. Давай на ножки. За пацана. Давай. Тем более за пацана, который, возможно, здесь будет в дальнейшем в этой избе. 100%. Куда он 100%. Конечно. И... Жек, я его научу точно. Донки будут Донки в теме. 100%. То есть, да? Не на планшете, да? Да не, конечно. всё Просто вживую. тупо донки будет он с собой носить, когда только родится. Ноги будут добываться, все будет хорошо. В общем, компания вот такая, ребята, мужики четкие. Я вот в первый раз, как бы, ну, меня тоже никто не знал, как бы, я не знал, в общем. Не мы тебя знали. 7 лет. Ну, Ой, в общем, 5 лет, то есть. Парни знали, да, по видео, в общем, а так вживую. Ну, блин, ну это круто. да. Это вообще круто. Да. У нас как бы не заканчивается завтра день, завтра баня, да, ребята? Да. Ой, 100%. мы с Серегой там будем делать. Ну, короче, Будем делать вещи. будет все интересно, ребята, будем кайфовать, в общем. Так и скажи, смотрите, завтра будет еще интереснее. Да, это 100%. Небольшие подарочки, ребят, есть. В общем, я же никого не знал. Общее для избы сейчас сделаем. Давай. Ну, давайте сначала за ножки. Давай на ножки. Ой, давай. Это святое. Это Блин, ну прямо аж до слез. Жека, дай Бог здоровья тебе, Жек. Племяш, все будет хорошо. Будем здоровы. Все будет, да. всё будет Растите классно. нормального мужика. Ребята, в общем, здесь определенного хозяина нету. Вот это 3 хозяина вот этой избы. Я когда осенью сюда приехал, я вот, ребят, зашел и офигел просто. Ну, в наше время это очень, конечно, так. Мы с Серегой здесь были, мы там отставили, кстати, надпись там туда-сюда, в общем, поблагодарили. Ну, я даже не знал, кто такой. Вот сегодня я здесь, вот именно с 3 непосредственно хозяевами. И небольшой, ребят, такой вкладик, как бы, в общем, тут все занимаются своими делами, никто другу не мешает, и никаких споров нету. Это вообще вкусно. Сервис приготовил сегодня вкусный ужин. Серега, чтобы в этой избе всегда было что вкусненького на стол. Нифига себе. Это пловчик. Владимир Владимирович, ты отвечал за генератор, свет. Открой. Это, в общем, Спасибо. это диодная лента. Куда-нибудь подсветочку сделайте. Завтра. Да. Да, спасибо, Андрей. Вот ты, Олегович, все ругаешься, что разные рюмочки. Держи. Чтобы у нас были всегда одинаковые рюмки и было поровну все налито. Сейчас с них и выпьем, правильно? Да, да, катаем. Вообще легко. Респект. Ну-ка. Респект.
Респект. И уважуха. Вообще Ну, мелочи, но приятно. Вообще вроде. классно, Ну, классно. ты все в тему, кстати, вот прям в тему. Блин, ты А как ты угадал, я не понял. Вот я не знаю. Прикинь, мы сейчас тут все сделаем. Мы сейчас эти лампы нахрен выкинем и туда. А мы все здесь сделали. Все сделали. И в рюмки нальем. Все, отлично. Вот так, ребята, заканчивается наш день. Денек очень был сложный. Вообще дорога, ребята, чтобы вы понимали. 3 километра 4 часа. Это на самом деле очень серьезно. Мороз, у меня мерзла щека. Много неудобств, но это был заезд, ребят, настоящий, понимаете? Я здесь без комментариев просто с вами попрощаюсь, ребята. День закончился. У нас впереди второй день. Рыбалка, баня и все остальное. Я познакомился с ребятами, они такие классные, они настоящие. Это самое главное. В общем, ложимся спать. До завтра, до утра.